Лариса Артамонова. В фонде я являюсь руководителем ревизионной группы, инициативной группы инвесторов. У нас была проведена, мы все же как бы должны сегодня рассказать, что мы сделали, какие у нас планы. Что мы сделали? Наша группа была в Минске, мы ездили туда весной, и наша задача была проверить целевое расходование средств. То, что мы увидели, превзошло все наши ожидания, потому что мы поняли, что не только наши инвестиции используются по назначению, но мы увидели, что в связи с тем, что того, что мы перечисляем, недостаточно, я сейчас говорю о тех инвестициях, которые поступают от вас, их катастрофически мало, несмотря на то, что мы все стараемся максимально финансировать проект. Так вот, возвращаясь к целевому использованию средств, мы увидели, что КБ Минского создают гениальные, шедевральные проекты, которые позволяют с тем минимумом, на самом деле, инвестирования, которое сегодня мы с вами можем все предложить, создать максимально эффективное производство и улучшить технологии, которые на сегодня существуют. То, что касается второго направления, которое развиваю я и мои коллеги, это Академия Новой Евразии. У нас на сегодня появилось такое выражение среди директоров «прогрессивный человек». Мы с вами внедряем уникальную, грандиозную технологию. Для того, чтобы она была внедрена грамотно, эффективно и планетарно, нужно подготавливать вот этого грандиозного нового человека, человека новой формации, и социальной, и экономической, и политической. Сейчас в плане политики мы с вами говорим не о каких-то сообществах и противопостояниях, а об объединении, потому что технология, в которую все пришли, она объединяет мир. Не мы, фонд, объединяем мир, а технология, в которую мы все с вами пришли, объединяет мир. На сегодняшний день человечество переходит в квантовое состояние сознания. Знает об этом человек или нет, вы в этом участвуете. Вы настолько могущественны, что можете менять все свое окружение, вы можете сформировать новые опыты, новые объекты, новые структуры, новые финансовые системы, новые политические благостные решения для всей планеты, однако очень мало нас умеет это делать. И одна из задач Академии Новой Евразии – сформировать из вас, из тех, кто захочет обучаться в нашей Академии, человека комплексного сознания, человека, который во всех сферах жизни и жизненного уклада современного общества ориентируется. Наша задача – искоренить невежество в сознании человека для того, чтобы мы могли соответствовать тому новому уровню сознания человечества, который приходит на планету. У нас будет несколько кафедр, несколько направлений, несколько институтов, которые будут объединены в нашу Академию. Мы будем преподавать макросознание, для того, чтобы вы научились быть теми, кто вы есть, формировать события, уходить от негативности и полностью востребовать свое могущество здесь, на планете Земля. У нас будет читаться макроэкономика, у нас будет читаться макрополитика, потому что важно, чтобы вы разбирались в происходящем моменте и не ловились на фишку, что мы против всех, все против нас, либо поддерживать какие-то узконаправленные движения. У нас обязательно будет макропрогнозирование, потому что важно, чтобы вы умели хотя бы для себя поставить реперные точки и понимать, куда вы движетесь. И с технологией, и с компанией, и с фондом, и вне нас, потому что иначе вы просто выпадаете из социального, современного общества, из того, куда мы все движемся. Более того, когда вы имеете комплексное образование, вы в состоянии часть общества направить в русло мира и созидания. То, что на сегодня является невосполнимым ресурсом, человек является невосполнимым ресурсом, и он призван поддерживать человека, сберегающую технологии. Но общее сознание всего человечества на сегодня этому не соответствует. Вы те, кто можете работать в этом направлении.